Саляму алейкум рахматуллахи ва баракату, уважаемые братья и сестры. Приближается прекрасный месяц Рамадан, месяц милости, 9-й месяц лунного календаря. Весь мусульманский мир ждет этого месяца, потому что в этот месяц человек, который, может быть, никогда не чувствовал голода, не чувствовал такого особенного состояния, когда человек разговляется вечером, он может почувствовать это именно только в этот месяц Рамадан, месяц милости, потому что и в этом месяце также есть такая одна из удивительных ночей, Лейлатуль Кадр, когда на землю спускается много-много ангелов, много-много ангелов. И эта ночь, она бывает раз в году, и только в этом месяце, поэтому желательно, когда Рамадан приходит к нам, стараться ее ловить, то есть поймать ее, потому что поклонение в эту ночь приравнивается тысяче месяцам, то есть это примерно 83 с чем-то, то есть 83 года и 4 месяца примерно. То есть большой савап можно получить. То есть часто люди даже столько не живут, а за эту ночь можно получить такое большое вознаграждение. Особенно в наше время это относится к нашей молодежи, потому что молодежь, ее окутывают разные страсти. А месяц поста, он дает человеку встрепенуться, осознать свою именно суть, для чего ты сюда пришел. Куда ты идешь? Тебя уже не обуревают мысли лишние, которые связаны с васваса, то есть от шайтанов, потому что шайтаны в месяц Рамадан, они приковываются, то есть их предводители. И нет уже влияния на человека такого именно сильного со стороны этих бесов. И поэтому, когда человек начинает держать пост, он чувствует особую сладость, особую радость, то есть которую он не может испытать в другой месяц. Поэтому, как я и сказал в начале, весь мусульманский мир ждет этого месяца. Хоть нафсу это не нравится, нафсу это наше эго, которое хочет наслаждаться, отдыхать, спать. А мы же во время Рамадана эго берем, то есть в ежовые рукавицы. Мы его воспитываем, и тогда эго следует за нами. Дорогие братья и сестры, призываю вас в этот прекрасный месяц Рамадан быть более богобоязненными, много соблюдать. Ведь поистине наш путь, который идет в вечность, очень длинный, а здесь, в этом мире, наше нахождение очень недолговечно. Будьте бдительны к своей жизни, к своим близким, и будьте готовы, что завтра, это образно, мы уже перейдем в ахират, и только там мы пожнем плоды Рамадана, угодных дел, которые мы здесь приобрели. Баракаллаху фикум, саляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху.